телепроекта «Сказка Бэйби» – магазин для мам и малышей. Сказка – это новая жизнь. Сказка – это любовь. Сказка – это счастье. Сказка – это забота о мамах и малышах. Магазин «Сказка Бэйби», Лермонтова, 49. Алло, Петь, ты правда купил билеты? Ура! Мы летим в теплые края. Что? Бабушка с дедушкой не хотят сидеть с Егоркой? Мы летим с ребенком, дикарем. Нескучный ад. Так говорят многие родители про отдых с детьми. И сегодня мы хотим показать вам, как же все-таки здорово провести отпуск с малышами. И вообще ответим на вопрос, как увлечь и занять детей во время путешествия. Меня зовут Вика Андреева, и это шоу для современных мам и пап «Мы справимся». Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Как отдыхать с детьми-дикарем и самим не стать дикарями, расскажет Мария Троева. Дети в шоке, мы в шоке. Я говорю, потом только начали смотреть, что за страна, как там. Так, мы съездили туда дикарем, кстати. 3 ребенка, 3 чемодана и 1 мама. Возможно ли маме отдохнуть и не сойти с ума? Алина Алексеева о самой незабываемой поездке с детьми. Там, где все за маму продумано, скажем, да. Твоя задача только сесть в самолет, и все остальное уже предрешено. С грудным ребенком проще, ведь еда всегда при себе. Своим опытом поделилась Юлия Лазарева. Нужно прикладывать к груди на взлете или давать бутылочку попить воду, смесь. Безопасная поездка с детьми невозможна без автокресла. Как сделать правильный выбор? На что обратить внимание? Ответы на эти и другие вопросы в рубрике «Сказка для малышей». По статистике, защитный столик, в отличие от штатных ремней безопасности, спас намного больше детских жизней, чем обычные кресла. Ничто так не развивает ум, как путешествие. Вместе с автором этой цитаты Эмилем Золя согласны и наши первые гости. Они заядлые путешественники. О, сколько стран они посетили, и при этом они многодетная семья. Познакомимся? Мария Троева – путешественница со стажем. Вместе с мужем Егором и сыновьями Сашей, Игорем и Максимом объездили более 10 стран. Семья постоянно в движении. Любители активно исследовать страны не любят долго оставаться на одном месте. Любовь к свободе и приключениям укрепляет отношения, расширяет кругозор и меняет мировоззрение, считает Мария. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Игорь. Мы очень рады, что нам удалось вас перед высоким сезоном все-таки застать в Якутске и пригласить сюда. Так, куда вы собираетесь теперь? В этот раз мы уже съездили в Сочи, в связи с пандемией. Мы все ждали, что откроются другие страны, но, к сожалению, буквально за 3 дня до предполагаемой поездки оказалось, что не открывается. Соответственно, срочно купили билеты в Сочи и в первый раз практически всей семьей поехали в путешествие по России. Вот так у нас в этом году получилось. Вам понравилось? Да, знаете, да, очень понравилось. А на что жалуетесь? Многие не любят по России, потому что сервис ужасный. Не знаю, может быть, мы просто не успели застать, когда много народу приезжает, да, самый сезон. Мы были в самом начале сезона, нам все очень понравилось, мы отдыхали. Мы не сидим обычно на месте, мы отдыхали 3 дня около моря, потом 4 дня в горах, потом еще 3 дня около моря, поэтому нам было очень интересно. Да, вы очень активно путешествуете, всегда в движении. Да. И Игорь, знаю, первое путешествие совершил 8 месяцев. Он был очень маленьким, когда мы ездили и в Малайзию, и в Сингапур, и в Филиппины. Наверное, в Филиппины, помнишь, да? Остров Филиппины. И, наверное, больше всех уже запомнилось Мальдивы ему, наверное. Да. А правда Мальдивы такие? На самом деле, да, но знаете же, мы ездили, поехали совершенно случайно, потому что, Мальдивы, все думают, что очень дорого, все думают, что это для,
дорого-богато, скажем так, да. Лакшери. И получилось очень интересно, что я просто просматривала Facebook перед сном, и влетает мне предложение: катарские авиалинии, спецприложение, покупаете 2 взрослых билета, 2 ребенка до 12 бесплатно, да. Я мужу говорю: давайте полетим. Я говорю, он такой уже спит и говорит: и делай, что хочешь. Утром просыпается и говорит: все, мы едем на Мальдивы. Дети в шоке. Муж в шоке. Я говорю, потом только начали смотреть, что за страна, как там. Так, мы съездили туда дикарем, кстати. Вот. Вау. Да. Наверное... А что выгоднее, дикарем или по Ну, пакету? смотрите, когда как, обычно вот юго-восточная страна, когда едешь, конечно же, там не то, что выгодно, просто интересно, что ты не привязан к одному отелю, к одному месту. Мы обычно ездим за несколько стран сразу, да, вот, например, с Таиланда сразу едешь куда-нибудь в Малайзию, потом в Сингапур мы вот так вот съездили, обратно, да, а в сторону там Турции, Египта, это же, конечно, all-inclusive. Ну, такой отдых тоже нужен, потому что один отдых, например, в году активный, один такой расслабленный. И то, когда мы едем в all-inclusive, но не сидим на месте все равно, покупаем экскурсии, куда-нибудь едем, самостоятельно там куда-нибудь добираемся всегда. Ну, так. Ну, как все путешественники, начинают же все равно с пакетов. Да, ну, конечно, тоже в первый раз так же поехали. Да. А я вот тоже все время дикарем путешествовала, а потом, когда впервые поехала по туру, а что, так можно? Вот у меня муж тоже так, да. Вот первый раз дикарем мы поехали, когда Игорю было 1 год и 3. Я говорю, все, поехали дикарем. Он такой: как? Где мы там будем? Кто нас будет встречать? Я говорю, слушай, давайте я билеты и отели я все беру на себя. У тебя английский хороший, поехали. И мы вот ребенку 1 год и 3, чемодан, один большой чемодан в одной руке, коляска в другой руке, и поехали. Причем мы поехали не просто в Самуи, а ездили по 3-4 островам. То есть Самуи, Пхукет, там, Пхукет и так далее. Вы, наверное, мили копите, да? Вот если чем больше путешествуешь, тем выгоднее. Или... Ну, так и есть, да? Так и есть, потому что, ну, вот S7 мне очень нравится, потому что он входит в альянс глобальный, и можно, вот, авиакомпании, вот те же катарские авиалинии можно покупать на сайте S7, и вот мили на этом рейсе тоже засчитываются в S7, например, да, вот это очень хорошо, и, вот, например, на одном билете все как бы покупаешь, соответственно, они должны обеспечивать тебе стыковки, какие бы там ни были задержки и так далее. Вот это очень хорошо. Поэтому я стараюсь всегда покупать вот S7, потому что они входят в такой глобальный союз. А какие еще есть полезные лайфхаки, да, ну, путешествия с детьми? Вспомним с того, что вот с детьми ездили, да, нужно брать с собой обязательно какую-то привычную еду для детей в самое, ну, как бы в начало, потому что особенно когда в юго-восточную там Азию едешь, ну, не всем нравится, там, вот, детям, конечно, не нравится острое иногда, да, и так Игорь, далее, а тебе да. нравится самолетная еда? Ну, я сам-то самолет люблю, особенно то ощущение, когда мы взлетаем. И мы обычно заказываем детскую еду, конечно же, да, потому что она Детское все-таки меню? поинтереснее будет. Ну, лайфхаки какие для ребенка? Обязательно нужно брать, ну, тоже привычную еду какую-нибудь. В самолет обычно берем какие-нибудь, там, ну, когда был маленький, брали всегда раскраски, там еще что-то, да, чтобы было какие-то игрушечки, чтобы, ну, как бы во время полета ребенок был занят чем-то. Обязательно поесть что-нибудь, перекусов много надо брать. И бывали у нас перелеты очень сложные. Вот я помню, когда мы летели в Баракай, у нас за день было 4 перелета. Боже мой, это сколько часов? Это сколько же часов? Представляете, да, Якутск, Пекин, по-моему, Гонконг, Гонконг, Манила, и Манила там Калиба, да, вот. Это сколько часов в целом? Ну, где-то Всё около с 24 ожиданиями? часов, да. Целые сутки добираться, мамочка. Да, А Игорь как перенес? Игорь перенес очень хорошо, потому что к этому времени он уже был привыкший к перелету. Ты вообще не капризничаешь, да, Игорь? Я это же не помню. Ну, надо приучать к тому, что все-таки в самолете как вести себя, чтобы не вставали, чтобы нужно, вот, загорается, например, да, обязательно надо сесть, пристегнуть ремни, и они вот года с 3 он уже как бы знает, что это вот так нужно делать. И вот какие-то правила такие должны соблюдаться, я думаю, и должны как бы ребенку уже говориться перед путешествием, что так. Да, вы постоянно, получается, исследуете новую страну, не сидите на месте, впитываете культуру, общаетесь с местными жителями. А вот как на детях отразилось вот такое вот
Ну, на детях погружение. я считаю, что, ну вот, например, по Игорю, да, он очень открытый. Всегда, когда приезжаем в новое место, у него там сразу там идет с кем-то знакомиться. Что интересно, маленькие дети же общаются, не Да, зная без языка, слов. они как-то вот общаются, да? Вот я помню, как в Мальдивы приехали на остров, идем, ну, просто гуляем по острову. Он видит детей, играющих в футбол, сразу подбегает к ним, начинает с ними играть, там играет минут 10-15, потом только начинают дети его спрашивать, говорит, и он говорит, оказывается, дети не умеют говорить, я их типа не понимаю. Ну, он может спокойно пойти там покушать сам, в бассейн там. Ну, То есть, получается, путешествия развивают самостоятельность. Да, я бы так сказала, да. Я считаю, что все-таки ребенок больше самостоятельно становится и развивается, и знает, что ну, много очень других национальностей, много других культур, да, что не все одинаково, не все одинаковые. И обязательно мы стараемся, знаете, все-таки не в туристических местах таких, да, обязательно, да, вот там, говорят, что топ-10, там топ-5 мест, где нужно быть, мы обязательно сами ищем по своим ощущениям. Обычно там кушаем в таком интересном месте, где много местных, обязательно там бывает вкусно, вот так вот. Не надо ждать, пока там дети вырастут и так далее, да, мы же тоже не молодеем, скажем так, да, поэтому пока можем, пока там, физически можем и так далее, когда, поэтому нужно ездить, не ждать лучших времен, потому что деньги потратить на что всегда найдется, а лучше вкладывать, я думаю, не тратить, а вкладывать в путешествие, скажем так, ну, чтобы были такие классные воспоминания. Вот видите, да, кто знал, что будет пандемия. Да. А так вот хоть воспоминания. А вы на путешествии, да? Я рада, что мы успели там везде, всюду. Ну, дай бог, побывать. сейчас удастся еще попутешествовать. А мы продолжаем. Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня я вам расскажу несколько лайфхаков, как путешествовать с детьми на самолете. Получается, если у вас самолет задерживается, в каждом аэропорте есть детская комната матери и ребенка. Там вы можете отдохнуть, там вы можете поспать, накормить детей, там есть микроволновка, там есть вода, там есть стульчики для кормления, хорошие кровати, хорошие кроватки для детей. Так, там могут находиться беременные, дети до 7 лет. Ну, если, смотря какой персонал, могут и до 9-летних допускать, чтобы ребенок поспал. И при задержке рейса на 2 часа дают воду. При задержке рейса на более 6 часов дают бесплатное питание. Надо идти в свою авиакомпанию, где вы взяли билеты, взять ваучер на питание, и вам спокойно выдают его. А еще в самолете нам очень помогла подушка надувная для шеи. Получается, там затекает голова, и очень хорошо лежишь на подушечке. Очень комфортненько и уютненько. Также берите обязательно еду, всякие снеки, воду, напитки, газировку. Все необходимое для того, чтобы путешествовать с детьми на самолете. Потому что ребенок хочет кушать абсолютно везде. Да покушать дома, приезжает в аэропорт и опять хочет кушать. Вот как закон подлости. Поэтому обязательно берите много-много еды. Самолет возьмите что-то такое развивающее, что-то такое новенькое в магазине, чего ребенок до этого не видел. Всевозможные игрушки, развивательные неваляшки, разукрашки, комиксы, журналы, книжки. Потому что ребенок этим займется, потому что это что-то новенькое, и он не будет мешать ни вам, ни соседу справа, ни соседу слева, ни заднему ряду, ни переднему. Путешествие с детьми – это еще не только самолет и теплые края. Можно путешествовать с ними и здесь, недалеко от дома. Собрал машину, сел за руль, пристегнул ребенка и поехал. А вот тут вот, да, про безопасность нужно подумать. Автокресло. Как его выбрать и как понять, что ребенок уже достаточно вырос, чтобы обойтись без него? Ответим в нашей рубрике «Сказка для малышей». Наличие детского автокресла – это не просто правило дорожного движения, это в первую очередь безопасность маленького пассажира. Как выбрать детское автокресло? Выбираем автокресло в зависимости от возраста и веса малыша. Также существуют универсальные модели автокресел, которые используются с самого рождения и до 12 лет, если быть точным, до 36 килограмм.
Главное отличие детских автокресел заключается в способе установки их в автомобиле. Одни крепятся штатными ремнями безопасности, другие с помощью системы Isofix. Несомненно, такая система является более надежной и безопасной для малыша, что подтверждают краш-тесты. Существует также автокресло с упором в пол. Это вот такая база Isofix со специальной ножкой, которая в случае столкновения предотвращает переворот автокресла. Оно фиксируется четко на месте и крепится Isofix прямо к сиденью автомобиля. Еще один тип детских автокресел, которые идут со столиком безопасности. Это один из самых безопасных вариантов из всех представленных. По статистике, защитный столик, в отличие от ремней, штатных ремней безопасности, спас намного больше детских жизней, чем обычные кресла. Переходим к следующему, не менее важному пункту. Это способ установки кресла в автомобиле. Есть два варианта. Устанавливаем против хода движения или по ходу движения. Правило гласит, что чем меньше ребенок, стараемся до года усаживать его именно в таком положении. В этом случае голова малыша находится против хода, и в случае столкновения или резкого торможения снижается нагрузка на позвоночник и на шейный отдел. Приобретая детское автокресло, не забудьте проверить соответствующий сертификат безопасности. Этот документ вы найдете на самом детском удерживающем устройстве. Желаем вам ровных дорог и комфортных поездок. Иногда путешествие становится настоящим стрессом для всей семьи. Правда, Жираф? Вот, я их отлично понимаю. В жарких странах это кондиционеры, долгие купания, вода в ушах, ожоги от солнца. Ну и еще пара миллионов опасностей. Да, страхи тревожных мам отлично развеивает наша следующая гостья. Она своим примером показывает, как подготовиться к длительному путешествию, будь то за границей или поход в окрестностях Якутска. Юлия Лазарева – эксперт по путешествиям. Последние 10 лет она помогает с организацией отпуска и сама часто путешествует со своими 3 малышами. Причем самый младший составил компанию маме в 4 месяца. Юля, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня вы не одна, но самого маленького дома оставили, да? Да, самого маленького оставили дома, не стали брать с собой на этот раз. Это Полина и Ильдар. Да, Полине 6 лет, Ильдару у нас 3 года. Юль, давай начнем со страхов. Какие страхи беспочвенны, а к чему-то нужно подготовиться основательно? Очень много страхов, особенно у мам с первым ребенком. Это страхи полета в самолете, это ушки. О том, что будут закладывать ушки, ребенок будет беспрестанно плакать и всем мешать. На самом деле, если ребенок здоров, у него нет насморка, ушки ему мешать не должны. Если вы очень боитесь, то, конечно, если он на грудном вскармливании, ребенок маленький совсем, то нужно прикладывать к груди на взлете. Или давать бутылочку, да? Да, или давать бутылочку, попить воду, смесь. Я была на приеме у Лоры, и Лора мне сказала, что у малышей там устроено гораздо лучше, чем они легче переносят такие полеты, взлеты и посадки, чем взрослые. Да, это именно миф, потому что у взрослых закладывает же уши, и им кажется, что у ребенка, у младенца то же самое происходит, а на самом деле не так. А если же у ребенка насморк, то можно тоже проконсультировавшись с врачом, закапать сосудосуживающие, тоже проблем не будет. Я летала с ребенком с насморком. Так, 4 месяца же было, да? 4 месяца было младшему, да, при первом полете, а Ильдару было 7 месяцев. И все прошло отлично, поэтому этого бояться не стоит. Потом тоже такой миф и страх о том, что ребенок заболеет в поездке. Да, любого возраста, а младенец тем страшнее, да? Но на самом деле дети болеют всегда, особенно если есть старшие, которые ходят в детский сад, в школу, да? Поэтому я думаю, что для меня лучше пусть он болеет на море,
в легкой степени, если и заболеет, да. Ну, разницы я не вижу. С собой у меня аптечка, если это за границей, то хорошая медицинская страховка. Так, а давай, а что взять в аптечку? Вот давай мне аптечку, Ага. давай, Манька. Ага, Спасибо. так. Что у нас есть? Что у нас здесь обычно? Все, да, у нас все в том виде, в котором мы используем, да. Жаропонижающие обязательно. Мам, я хочу туда показывать. Давай, вот это показывай. Да, пантенол от ожогов. Вдруг загорит, да, ребенок? Да, Потом гексарал, вдруг ангина. Да, это да, для горлышка Ага, для горлышка. и для носа. Так, От животика у нас смекта, ага. да, для первой помощи. И регидрон, если ротавирус вдруг или И от отравления энтеровирус. что-то, да, еще? Да, ну вот Ага. смекта и регидрон. Это вот самое основное. Самое основное. Да, от отравлений, солнечных ожогов и Я- ОРВИ. А как дети проходят акклиматизацию? Вообще врачи говорят, что в принципе такого понятия, как акклиматизация у маленького ребенка Не не существует? существует. Ох, как здорово. Да, мы обычно ездим на 3 недели. 21 день. Вот это вот, мне кажется, удобнее всего. Ребенок привыкнет. А вот 4-месячным ребенком очень легко, потому что для него ничего не поменялось. Папа, мама, брат, сестра. Мы брали с собой коврик, он у нас ползал. Коврик, и в любом месте расстилали. Мы жили во многих гостиницах, и поэтому для него ничего не менялось. Бабушка, мама. Я думаю, что на самом деле сильно и не понял, что он из дома куда-то улетел. Юля, расскажите, пожалуйста, чем занять ребенка в самолете? Давай, Вот у вас Ильдарчик. Ильдар. Полин, а расскажи, что ты Это я делаешь в самолете? вообще увлекаюсь картой и рисовать. Да, ты хорошо рисуешь, любишь рисовать. Обычно пони. Тебе не скучно в самолете было? Ну нет. Иногда скучно, иногда не скучно. А ты спишь там? Засыпала? Когда была маленькой, Вот Ильдар любит играть во что? В лото. Да. Такие на самом деле простые, недорогие, совершенно дешевые увлекают. Как мы ставим это? Вот так, каждому даем, да? Да, И один ведет и вытаскивает. я хочу поиграть. Да, давай. Поиграй. Покажи нам. Положи сюда. И тут тоже лото, уже тоже с рисунками для детей и с жетонами. Юля, а ты сама с ними играешь, получается? Папа. А, У нас вообще, Папочек, если я бы, знаю. да, не наш папа, мы бы вряд ли бы летали бы, да, с 3 детьми. Я летала максимум с 2 одна, а с 3, конечно, с папой. И вообще с 2 детьми каждому по ребенку удобно было. Например, если в туалет, если поесть, то меняешься детьми, со старшими идешь или с младшими идешь, а с 3 уже, да, с папой, конечно, да, помощь. а была какая-то смешная история в самолете или в общественном месте? Была. Когда я летела с 2 одна в Петербург, Полине было около 4, Ильдару было год и 3. Ребенок хочет в туалет. Младшего я оставить не могу пристегнуто, потому что он маленький совсем. Отдала его стюардессе. Он начал кричать, потому что первый раз видит это стюардесса. Полина в туалете начала бояться вот звука слива, звука, и получается кричала она, кричала Ильдар. И так мы благополучно не сходили. Но тогда мы задумались о горшке для путешествий. С папой, конечно, и хорошо то, что мы берем всегда машину в аренду. Я, к сожалению, не вожу, у нас папа этим занимается, и поэтому всегда он за рулем. И очень удобно с детьми, особенно с 3 детьми было в Крыму удобно. И по Якутии, конечно, папа на машине. Да. Да, это самое удобное. Поделитесь секретными местами вот в окрестностях Якутска. Мы ездим купаться, не в такие, может, секретные места, мы ездим на Даркала, ждем, пока вода упадет. Там пески, удобно. А сейчас зимой? В Сотинцы мы ездим. На горках обычно любите весной, да. кататься. А вы на лыжах катаетесь? На лыжах не катаемся, к сожалению. Но у Полины есть лыжи, но она, мы как-то, видимо, не привили сами, она катается на коньках, а так летом они, получается, беговел, велосипед, это все есть. Но я, честно говоря, не очень спортивная, и поэтому я стараюсь, чтобы дети у меня были спортивные.
Юля, а чем отличается отдых условно на море от отдыха на лени, допустим? Кроме того, что перелет не нужен, ничем не отличается на самом деле. Я думаю, что можно быстро собраться, но с 3 детьми обычно я собираюсь быстро. У меня есть список в телефоне, что с собой взять. Вот он лайфхак, да, ваш? Да, если это летом, например, да, на лени, то та одежда, в которой они сейчас, шорты, футболки, плюс на всякий случай штанишки, носочки, кофточки, обязательно с молнией и с капюшоном, да, чтобы можно было открыть или застегнуть. А для маленького еще беру шапочку. Вдруг будет ветер и так далее. И все, иногда на детей все собираешь, а про себя забываешь. Уже со списком легче в этом плане. Спасибо большое, Юля, за ваши полезные лайфхаки. Вам спасибо. Отличного путешествия. Спасибо. Путешествие с детьми – это испытание. Так считают многие родители. Интересно, а как вы готовитесь к путешествиям? И вообще, боитесь ли путешествовать с младенцами? Вы часто путешествуете с детьми? Мелкие путешествия, да. То есть мы ездим куда-то на машине, где-то отдыхаем. Но вот длительное путешествие пока у нас еще не складывалось, потому что дети достаточно активные, которые не сидят на месте, я пока не могу представить, что мы с ними куда-то полетим. У нас вот буквально совсем недавно этот вопрос поднимался в семье, мы планировали отпуск на машине во Владивосток, но посмотрели на младшего и поняли, что ему еще рановато. Оставлять его не с кем, поэтому вышли из ситуации так, что мы решили подождать до следующего года, когда он будет более усидчивый. Потому что все-таки автопутешествие, и путешествие на самолете, это нужно ребенка немножко, скажем, не приструнить, но чтобы он был более спокойный, более как-то адекватно реагировал, на эту ситуацию. Пока я думаю, что мы не можем себе это позволить. Мы вообще люди такие, не сильно любим путешествовать. Хотя ездили же, когда 3 детей, когда у нас было, мы много путешествовали по США, все объездили, все штаты. Конечно, кругозор хороший, да. И, наверное, надеюсь, что впечатления хорошие остались. А как вы развлекаете ребенка в дороге? В дороге книжки и никак сиди тихо, говорю, сейчас приедем, терпи. В путешествиях я ему говорю: сына, смотри, коровы, посчитай, сколько тут коров ты встретил, допустим. Не то, что посчитай, а посмотри, сколько здесь коров, потом на другой стороне лошади. Я его внимание говорю: сына, посмотри, какая природа красивая. И теперь я ему с детства говорила, и он постоянно: мама, как красиво в лесу. Он на это смотрит, и он тоже моими глазами стал смотреть, что наша природа вообще просто потрясающая. Многодетные будни – это череда, бесконечная череда прогулок, обедов, ужинов, утренников, секций, врачей и прочая суета. Поэтому путешествие – это глоток свежего воздуха, возможность сменить обстановку и побыть вместе с детьми. Но не все бывает так просто. Поговорим о трудностях путешествий одной мамы с 3 дочерьми. Алина Алексеева – директор креативного пространства и по совместительству многодетная мама 3 дочерей. Нике 12, Владе 8, а Алисе, самой младшей, 6. Поездки с детьми не только оставляют незабываемые моменты в памяти, но и закаляют характер. Так случилось и с нашей героиней. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время в этой предновогодней суете. Алиса, привет. Расскажите о ваших путешествиях. Наверное, нужно начать рассказ с того, что у меня 3 детей, и мы стараемся путешествовать каждый год. И стараемся, конечно, чтобы дети, наша долгая зима, и так далее, стараемся ездить вообще на море, чтобы детишки купались, минимум 2 недели, потому что все эти перелеты довольно утомительная история.
И самый такой, наверное, одним из самых сложных путешествий для нас это был перелет в Таиланд. Мы в тех краях никогда не были, хотя вот старшей дочке 12, она с 2 лет летает, и мы вот каждый год куда-то ездим. Но обычно это Турция, Египет, там, где все за маму продумано, скажем, да. Твоя задача только сесть в самолет, и все остальное уже предрешено. В этот раз мы поехали в Таиланд с детьми, а маленькой было тогда, только-только исполнилось 5 лет. Вы были одна, без папы? Да, я была одна, без мужа, и мы отправились, значит, в путешествие зимой. Это было в октябре, по-моему, месяце. Почему я об этом говорю? Потому что одной из сложностей, основных, скажем так, было то, что мы поехали в зимней одежде из Якутска. Так. И мы полетели через Хабаровск. В Хабаровске было, по-моему, минус 10, что ли, градусов, да? Там нужна была, деми одежда. А потом мы полетели в Таиланд, где нужно было вообще полностью раздеваться. И мой такой основной принцип путешественника – это не брать с собой много чемоданов. Но в этот раз у нас получилось что? У нас получилась куча чемоданов плюс коляска, потому что мы понимали, что мы едем в Таиланд, и где мы будем выходить за территорию отеля, да. И из-за того, что нам пришлось взять с собой несколько комплектов одежды, у нас было просто куча вещей. Сколько чемоданов? У нас было 3 чемодана. Один такой, самый огромный чемодан, 2 чемодана у средних детей. И, одним из таких тоже моментов является то, что мы всегда с собой берем свою аптечку. И эта аптечка обычно это полчемодана. Хорошо, если мы все это потом везем обратно, но случается такое, что приходится и там пользоваться, да. Да, как вы справились с багажом? Вы такая хрупкая, вы сами этот огромный чемодан тягали. Что вообще происходило? Как раз в преддверии этого путешествия я больше года занималась боксом, и у меня есть пост на эту тему, да, что вот для чего, оказывается, все это было, да, все эти тренировки, планки, тренировка кистей, рук и так далее. Это было, очень сложно, правда, потому что мы прилетели в Хабаровск, и у нас был очень долгий стыковочный рейс, и мы ночевали в отеле, таком небольшом, маленьком, частном, скажем так, отеле, да, и нас заселили на 3-й этаж, и лифта там не было. Боже, пришлось и мне пришлось все это тащить после перелета с детьми, которые в этих часовых поясах просто все запутались, все спали по очереди, ели все по очереди, но это было прям очень, да. Непросто. Алиса, а ты помнишь это путешествие? Да. Расскажи, ты маме помогала? Я уже не помню, но я точно помню, как мы купались на море и в бассейне. Да. Тебе понравилось? Да. Ты любишь путешествовать? Да. А куда хочешь поехать? Я хочу в отпуск, чтобы мы там плавали, я люблю плавать. Да, а ты умеешь плавать? Пока что не. Да? Молодец. В этом году, кстати, задумались над тем, чтобы отдать детей на плавание. Дети же вообще не очень любят купаться в море, они же больше предпочитают в бассейне, да? Да, там, где им воду. комфортно играть, еще что-то. Но мы стараемся все время, их прямо силы нет. 1 раз в день обязательно море должно быть, дальше сколько угодно в бассейне плавать. А море это опасности? Вообще у нас какая-то, не знаю, у них все нормально с поведением на воде, скажем так, да? Я знаю, что вы еще на сплав со старшей дочерью ходили. Да, это было в этом году. В условиях пандемии, конечно, стало уже сложно куда-то выехать за границу, скажем так. И билеты, у нас ремонт полосы летом, да, был. И мы с дочкой со старшей, подруги мои, опять-таки, да, вездесущие, скажем, 3 дня без связи. В летний нужно период. подготовиться. Нужно, да, обязательно, чтобы у тебя все было, спальник, палатка и вообще какое-то понимание того, что ты там будешь делать, да. А вы не походница? Я такая. Вы больше летать любите? Да, не очень походница, но потихоньку как-то приобщаюсь. Да, и поделитесь опытом для тех, кто никогда не пробовал экстремальный туризм. Как оно? Вообще 100% надо ехать с организованной группой, с организованной программой. А что для детей взять обязательно? Чего не хватало на сплаве? У меня дочке уже 12 лет было летом этим, и слава богу, у нас все было в порядке. То есть ничего особенного. Не надо брать много вещей, это точно. Надо взять, в нашем случае было, мы попали в дождь, мы знали, что будет дождь на реке, и поэтому мы взяли с собой обувь. Обязательно там есть специальная обувь для сплава.
такая на липучечках. И я взяла ей там пару носков теплых, чтобы в палатке. Пригодились? Пригодились, да, пригодились. Какое-то утро мы полностью промокли, обратно мы возвращались просто супер экстремально, потому что шел дождь, у нас сломалась машина. У нас с ней, вот так как она была единственным ребенком, у меня была там прерогатива, скажем так, да, и нас запихали просто в первый попавшийся пазик, в котором оказалась куча тоже друзей, знакомых. И у меня ребенок, но мне кажется, что для нее это незабываемое путешествие. А как так сказалось на ваших отношениях? Это вас сплотило? Я думаю, да, потому что... И вообще путешествия наверняка они как-то вот выстраивают связь или вскрывают какие-то тонкие места. Я думаю, что да, вскрывают тонкие места, и я вот бесконечно горжусь своими детьми, да, вот опять-таки возвращаясь к этому тайскому путешествию. Мы когда летели обратно, мы летели 9 часов, и мне на борту стало очень плохо. Я вообще плохо переношу там любые там транспортные вот эти перевозки, всегда езжу с таблетками. И в этот раз как-то так я самонадеянно отправилась без таблеток, и детки летели вообще сами. Вот они прям сами справились. То есть вам было дурно, мне было, да, не девочки очень, справились? А девочки сами, и все там вокруг, кто сидел, нас прям были удивлены, насколько дети самостоятельно могут там позаботиться друг о друге. Девочки очень хорошо справлялись, поели сами, поспали. Ну и вот так вот все наши сложности в этом, в принципе, заключались. Алина, а можно от вас короткий совет путешествующим мамам многодетным? Ну, во-первых, пользуйтесь тем, что вы многодетные и летаете дешевле. А во-вторых, я думаю, что самое главное не бояться и показать... Главная наша задача мам – это показать нашим детям, что мир открыт, что возможности всегда есть, и что их везде ждут, и очень много всего существует, и они могут до этого дотянуться. Спасибо большое, Алина. И напоследок расскажу вам одну историю. Одни мои знакомые поехали в парк, похожий на Диснейленд, только ради сына, с явной неохотой. Но пошли ему навстречу, и понеслась. Они катались на всех аттракционах, все с большим и большим энтузиазмом. Через 6 часов их 5-летний сын окончательно устал и еле-еле уговорил родителей вернуться в гостиницу. Они не хотели уходить. Поэтому помните, что аппетит к совместным занятиям и приключениям приходит в процессе. С вами была Вика Андреева и шоу «Мы справимся». Пока-пока! Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор. Уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Happy Baby. Ждем вас в торговом центре «Ураса Молл», 3-й этаж.